Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Элайф. И сегодня мы продолжаем нашу традицию Адвент-Таро, Адвент-календарь, да. Вот такой у нас Адвент-календарь. Давайте откроем наш следующий расклад. 12. Я немножко, видите, с опозданием иду. Итак, следующий расклад у нас. Чему он посвящен? Это всегда сюрприз. Тут у нас такие интересные глаза. Как вы можете преодолеть свои страхи? Спрашивают эти глаза, да? Итак, смотрим. Значит, первая карта у нас. Первая карта. Вы осознаете этот страх. Вторая карта. Этот страх в вас дремлет, то есть он сидит в подсознании, вы его не осознаете, но он у вас есть. Дальше, значит, третья карта. Как влияет ваш сознательный страх на ваше жизненное восприятие? А четвертое, как ваш бессознательный страх влияет на ваше жизненное восприятие. Дальше, пятая карта. Должны ли вы бояться своего сознательного страха? И, может быть, его можно оставить позади, да? И шестая, бессознательный страх. Должны ли вы бояться бессознательного страха, да, вашего? И седьмая карта, что вы можете вообще с этим сделать? То есть вот здесь вся суть именно в этом. Хорошо, давайте наши вопросы откладывать. Здесь сегодня я, хоть у нас и адвент-календарь Таро, да, но я сегодня взяла карты Чака Спицана. Это карты успеха. Это очень интересный оракул такой вот, очень крупная колода. По-моему, в ней 100 карт, насколько я помню. Вот такая коробочка. Кто-то, может быть, помнит ее. Давно мы с вами на ней не гадали. И я разделила эти карты на две кучки. Это темные истории и исцеляющие истории. Так будет проще делать этот расклад. У нас с вами будет 3 позиции. Психологический расклад, как вы можете преодолеть свои страхи. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, смотрите, значит, что мы делаем. Мы сейчас выкладываем 3 темные истории. Это ваш сознательный страх. Что такое сознательный страх? Скорее всего, вы о нем знаете. Вы его частично хотя бы осознаете. Вы знаете, что он у вас присутствует. Это первая карта сигнификатор, по которой вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Да? Итак, вот я выкладываю, значит, наши 3 карты. Наши 3 карты. 3 позиции. Первая карта – это тот страх, который вы осознаете, то есть о котором вы, скорее всего, у себя в курсе знаете. Да? Можно вообще смотреть все 3 позиции, особенно если вы чувствуете, что у вас не один, допустим, страх, а несколько страхов, да, то есть можно и смотреть все. Это всегда приветствуется на моем канале. Итак, первая позиция у нас такой актинолит. Вторая позиция – это зеленый кальцит. И третья позиция у нас в этот раз черный агат. Вот. Такие крупные взяла камни специально, чтобы вам было интересней и виднее, да, чтобы было более хорошо видно. Вообще крупные, конечно, кристаллы я люблю гораздо больше. У меня и мелкие все красивые. Итак, первая, вторая, третья позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А лучше смотреть весь расклад, он очень полезный. Чаще всего полезный. Итак, я убираю последние 2 позиции в сторону. Сознательный страх. Сначала смотрим. Так, наш актинолит. Такой вот, да. Интересный камень. Сюда кладу. И первая карта – ваш сознательный страх. Что это за страх вообще такой сознательный, да? Который вы осознаете, какой у вас есть, вы о нем знаете. Страх плохого настроения. То есть плохое настроение вы боитесь демонстрировать другим людям. Вы знаете, есть такие люди, и их очень много на самом деле в этом мире, кто боится показывать другим свое плохое настроение, кто боится, что его за это, скорее всего, будут осуждать, кто боится, что за это, может быть, его осудят, да, многочисленные люди, а не только там близкие, допустим, что будут критиковать, что будут говорить в лицо, что у тебя за плохое настроение. Может быть, это у вас там корень из прошлого, да,
от родителей, когда, знаете, ребенок демонстрирует плаксивость, допустим, а ему говорят: ну что ты мне показываешь свое плохое настроение, да, или там учителя могут такие страхи внушать на самом деле, или еще какие-то люди, на которых ты смотришь, и вот это авторитет для тебя все-таки, какой-то авторитет. И получается, что когда ты демонстрируешь свое плохое настроение, то и ты плохой. Когда ты демонстрируешь свое плохое настроение, окружающие страдают. А вы не хотели бы, да, чтобы окружающие страдали от вашего негативного плохого настроения, и вы всячески, ну что делаете? Прячете его, скорее всего. Давайте посмотрим, какой страх дремлет внутри вас, ну то есть вы о нем не совсем-то знаете и догадываетесь, но он сидит на самом деле в подсознании. То есть вот этот вы осознаете, вы боитесь плохого настроения. А что вы не осознаете? Стресс, страх стресса, испытать очень сильный стресс. У вас есть большой страх испытывать стресс подсознательно, потому что, опять же, человек в стрессе, скорее всего, тянется одно за другим, да, он в плохом настроении. То есть вы очень боитесь вообще продемонстрировать себя с темной стороны. Получается, что ваши страхи, сознательные и бессознательные, они больше всего связаны именно с тем, что вы боитесь демонстрировать себя плохим человеком. Вы боитесь, что другие люди догадаются, что вы в чем-то нехороший человек, да, что вы имеете темную сторону, что в вас сидит зло. И подсознательно вы очень боитесь стресса. Любого вида стресса, в принципе, вообще. Значит, вы боитесь и боли. Соответственно, если вы боитесь стресса, значит, вы боитесь боли. Да? Вообще ваша нервная система, скорее всего, довольно слаба. Все потому, что вас как-то так воспитали, да? У вас воспитание. Оно вам не позволяет. То есть ничего не позволяет ваше воспитание. Хорошо, давайте посмотрим, как это вот ваш сознательный страх влияет на ваше восприятие. Бунт. Вот видите, плохое настроение копится. В итоге с вашей стороны может идти настоящий бунт по отношению к другим людям. Вы буквально можете резко взорваться из-за того, что это настроение не показывали, а боялись его показывать, и оно копилось внутри вас, может быть, там, не знаю, годами, там, да, десятилетиями, иногда месяцами, у кого как. Но сам факт, что раз оно накопилось, эта негативная энергия скапливается, вы никогда не даете ей выплеснуться, значит, однажды вы начинаете огромный бунт. То есть вы начинаете кричать, орать, там, я не знаю, кидаться, может быть, в какой-то прекрасный момент, вернее, не очень прекрасный. То есть вы начинаете очень сильно бунтовать, причем по какой-нибудь ерунде, скорее всего. То есть вместо того, чтобы постоянно высказывать то, что вам не нравится, или постоянно выказывать свое плохое настроение, зачем же? Вы его накопите, а потом начинается ого-го что, да? Хорошо, а как ваш бессознательный страх влияет на ваше восприятие? Карта месть. Вот видите, вы боитесь испытывать стресс, из-за этого вы можете начать кому-нибудь за что-нибудь мстить. И вам кажется, что и другие люди мстят вам, потому что тоже не могут показывать свои какие-то плохие стороны. Вы никому в итоге не доверяете, зная, что и вам трудно доверять. Ну как же вам можно доверять, если вы все время обманываете других людей, да? А почему вы их обманываете? Ну потому что вы не можете продемонстрировать свою темную сторону, свое плохое настроение. Значит, вы постоянно играете некую роль. А раз вы играете роль, значит, вы что? Значит, вы притворяетесь, правильно? То есть, по сути, благодаря вашим страхам вы живете в неком театре. Скорее всего, в этом же театре жили и ваши родители. Вот, понимаете, вот это же не бывает просто так. Человек не выходит откуда-то, да, от осины не родятся апельсины. Он не выходит откуда-то, откуда там не должен был выйти. Его душа выбрала его семью для того, чтобы получить определенный опыт. И откуда вы вышли, там такие же точно привычки, что и у вас, где вы сейчас, да. То есть вы многое копируете от своей семьи, от своих родителей, естественно, от своих бабушек, дедушек. И значит, в вашей семье было что-то такое, да, что нельзя было выказывать свое плохое настроение, нельзя было испытывать стресс. Вот, и это у вас выливается в бунт и месть в итоге. То есть вы вполне себе можете разозлиться и кому-нибудь отомстить, представляете?
какая негативная получилась история, да. Но смотрите, у каждого из нас есть свои страхи, у каждого из нас есть свои недостатки. Каждый может дойти до какого-то негативного сценария. Я не говорю, что вы плохой человек и постоянно доходите до негативного сценария, но прятать в себе эти эмоции не стоит, все свои страхи не стоит, а лучше выпускать на свободу, да. Ну хорошо, давайте посмотрим, стоит ли вам бояться вашего страха, плохого настроения. Вот стоит ли вам его бояться, этого страха, да? Вот видите, у вас вышла карта «Свобода». То есть исцелить эту историю можно с помощью освобождения, свободы, состояния свободы. И стоит ли бояться бессознательного страха, вышла карта «Чудо». Вообще, на самом деле, это потрясающие карты. Давайте еще достанем третью, что вообще вы можете со своими страхами делать. И вышла карта «Рай на земле». Вот видите, какие у вас очень хорошие, интересные карты выпали. Что такое свобода? Нужно понять, что ты свободная личность. И можешь выражать как хорошее настроение, так и плохое настроение. Любое настроение можешь выражать. И самое главное, ничего в себе внутри не запирать, да? И быть именно свободным во всем. То есть свободным человеком во всех своих проявлениях, со всеми своими недостатками, да? И если что-то портит настроение, оно должно сразу же и демонстрироваться. А почему нет? Вы же свободная личность. Если у вас плохое настроение, почему вы должны играть как плохой актер в театре, да? Какое-то хорошее настроение, натянутую улыбку, что ли? И вот это свобода, да, свобода. Большинство людей очень боятся своей свободы. Они ищут границы, показатели, приказы вне самих себя, чтобы определить свои действия и само свое существование. Тот, кто проживает историю свободы, тот любит выходить из границ и находить новые пути. Поэтому вы должны разорвать эту цепь. Если что-то у вас плохое настроение, вы можете это продемонстрировать. Карта свободы дает вам знать, что ваша смелость, отвага привели вас к освобождению и будут продолжать это делать. То есть, если вы будете более смелым человеком, если вы будете смело демонстрировать то, что у вас внутри, то, соответственно, вы будете все более свободным человеком, да? Вообще, в истории свободы мы решаем вылететь из любой клетки, сбросить кандалы, да, любой негативной системы убеждений, представления о себе. Вы должны осознать себя чистым духом. И, соответственно, когда вы осознаете, у вас вообще не будет даже в жизни никакого плохого настроения. Понимаете, в чем дело? Ну, не будет никакого плохого настроения. Плохое настроение появляется, знаете, когда? Когда человек все прячет и прячет внутри себя свое плохое настроение. Вот тогда оно еще больше появляется, потому что у него есть, вы знаете, как на дрожжах оно растет, да? У него есть благоприятная среда для роста. Если же вы не будете ничего в себе прятать, благоприятной среды там и не будет. А что такое чудо? Вот чудо вроде как непонятная карта. А на самом деле, когда вы вытянули эту карту, вы должны были понять, что вам покажут выход оттуда, где вы застряли, или даже живете как в аду. Вообще чудеса – это подарок Господа для вас, и чтобы вы могли превратить мир в место любви. И значит, что в качестве подарка Бога сегодня, может быть, через другого человека для вас может произойти чудо. Или через вас оно может произойти для другого человека. Вам нужно просто позволить небесам помочь вам. И, соответственно, вы должны в своем сознании быть готовыми для чуда. Вам нужно позволить вдохновить себя, направить взгляд на то, что могло бы произойти в вашей жизни хорошего. То есть нужно воспитывать в себе любовь, да, любовь к своей жизни, любовь к своему существованию. И нужно понимать, что чудеса бывают в жизни. Вот, понимаете, вот вы боитесь стресса. А стресс это почему он происходит у человека? Потому что он не верит в Бога. И вот тот, кто верит, у него стресса не бывает, помните об этом. У него есть доверие. Вот вам нужно воспринимать вашу жизнь как чудо и испытывать доверие, и тогда у вас не будет страха, стресса, да. Все мы испытываем периодический стресс, но мы же не боимся этого. А вы, получается, подсознательно боитесь. Но вам нужно понять, что
Наша жизнь такая, да, она состоит из этого. И ничего страшного в этом нет, чтобы испытать любой стресс. Хорошо, вот что вы с этим можете совсем сделать? Видите, у нас вышла карта «Рай на земле». Рай на земле, что это? Это позволить себе быть счастливым человеком, несмотря на то, что вы живете в таком несовершенном мире. Вот это в первую очередь. Все мы можем осознать и почувствовать рай на земле. На самом деле вам нужно радоваться. Вам выпали замечательные карты. Если вам выпало чудо, значит, действительно вас скоро посетит чудо исцеления ваших страхов. А рай на земле, значит, ангелы покажут вам, что на земле тоже можно испытать чувство, как будто ты живешь в раю. Просто нужно открыть свой дух и свое сердце. Рай окутает вас, чтобы благословить землю через исцеление и обновление. Вы сами написали для себя сценарий хорошей жизни. Вот представьте, что вы придумали себе хорошую жизнь, и она начала воплощаться, да, в реальность. То есть у нас же есть чудо. И, соответственно, вы можете реализовать все это через любовь к одному человеку или многим людям. И попробовать благословить свое будущее. Ну, то есть, если вы будете любить, если вы будете благословлять себя, если вы придумаете вот этот сценарий счастья, поверьте, все исполнится. То есть, вот как избавиться от страхов, да, нужно придумать сначала свою пьесу, да, свой сценарий счастья в будущем. И когда оно начнет сбываться, да, просто позволить себе открыться. Открыться любви, открыться этому сценарию, который вы себе придумали. И все, никаких страхов не будет. Вы будете вольны, хорошее ли у вас настроение, плохое ли настроение, стресс ли у вас. Все это спокойно демонстрировать и не бояться. Ну, вот такой ответ дали карты по первой позиции. Очень хорошая позиция такая получилась. А мы с вами идем к позиции номер 2. Позиция номер 2. Итак, мы с вами тут разбираем ваши страхи, как вы можете преодолеть свои страхи, да. И у нас зеленый кальцит, наш камушек. И первая карта — это тот страх, который вы на самом деле сейчас вообще, в принципе, в жизни осознаете, головой осознаете. Давайте посмотрим, что вы в своей жизни осознаете, какой страх, о котором вы догадывались, да, что он у вас есть. Жалобы. Вы боитесь жаловаться, это понятно. Вы боитесь жаловаться, да, это страх. Вы очень боитесь рассказать кому-то о своих проблемах, потому что вас поймут, что вы жалуетесь, и у вас прям комплекс, очень сильный комплекс от этого. Вы страдаете, если вы кому-то что-то рассказали о себе, что вам там не повезло в чем-то или случилась беда, вы прям страдаете от этого. И, конечно, вы очень боитесь, что скажут, а этот человек жаловался, а еще, не дай бог, про кого-то рассказать, да, там, что этот человек поступил негативно, плохо, про вас скажут, вы нажаловались на этого человека. Видите, вот жалобы, любые жалобы на себя, на других, вы воспринимаете как что-то негативное. То есть поделиться ни с кем нельзя, вы боитесь этого. Вы позор это считаете, настоящий позор, рассказать о проблемах или рассказать о чужих плохих негативных поступках в вашей жизни. Так, а какой у вас страх сидит в подсознании, мне интересно, который вы не чувствуете или только догадываетесь о нем, но не знаете точно? Страх маленького мальчика. Ну да, действительно, вы знаете, может, девочки, да? То есть, если вы девочка, может быть, девочки. Страх маленького мальчика. Что это означает, да? Что это означает? Ну, человек, во-первых, даже боится быть мельче других. Ну, мельче ростом, например, боится быть мельче по возрасту, мол, неопытный. И подсознательно вы прям боитесь, что вас воспримут как несерьезного человека, как маленького мальчика. Вы как будто бы не получаете вознаграждения в своей жизни за какие-то поступки, потому что, мол, эти поступки другие люди воспринимают как-то не так, как-то незрело, как-то неправильно. И на самом деле, ну, вот такое ощущение, да, ощущение, что у вас этот страх подсознательно зародился, конечно же, в детстве. Конечно, в детстве. Карта показывает на самом деле вот приключенческую историю. Там много событий, путешествий, волнений. И как будто бы человек получает много острых ощущений, да.
У мальчиков, у маленьких в детстве же много всяких интересных происходит вещей. То они бегают, то с саблей там, да, то ну, пытаются покорить стройку, то еще что-нибудь. Вот когда мы были детьми, мы мечтали о приключениях. И вот страх маленького мальчика, это на самом деле вот как будто человек испытывает какие-то в жизни, да, там, приключения, острые ощущения, но никто не воспринимает это серьезно. Вы боитесь, что вы что-то свершите, но никто не воспримет это как достижение. Ну, никто не воспримет. Что это будет как для них как ваша детская шалость, но не более того. Как заслугу это никто не воспримет. Вот вы подсознательно почему-то этого боитесь. Также сама по себе карта еще может, знаете, показывать какой страх. Что вы не испытаете всего спектра эмоций и чувств. Вот есть такие люди, которые очень боятся не испытать всех приключений этой жизни. И поэтому здесь еще может быть страх маленького мальчика, что вы не познали детство, что вы так и не познаете детство со всех его сторон, во всех его аспектах, понимаете? Мол, ребенком там я побыть не успею. Вот. И можете уже там в 40 лет выражать все равно какие-то детские вещи, которые совершенно никто не ценит и не считает, что это вообще какое-то ваше, может быть, еще и достижение. Так, как этот страх сознательный сначала, да, страх жалоб, влияет на ваше восприятие? Давайте посмотрим. Страх жалоб, как влияет на ваше восприятие? Борьба за власть начинается. Ну, естественно, кстати, здесь, смотрите, мы видим одинаковые сюжеты на тенях, но разные у людей, да. Но, однако, борьба за власть сразу же дает вам отворот и поворот от ваших любимых, близких людей. И, соответственно, когда мы видим эту борьбу за власть, мы понимаем, что она идет, и ее корень тянется от того, что вы боитесь жаловаться. Боитесь жаловаться, и из-за этого начинаете просто отдаляться от ваших любимых людей, от вашего партнера или партнерши в любви. Именно потому, что демонстрируете это как борьбу за власть, как некоторую даже конкуренцию или власть в отношениях, а просто потому, что вы боитесь сказать о своих проблемах, потому что вам скажут, что вы жалуетесь. Понимаете? То есть вы вот, у вас один страх накладывается даже на другой, одни проблемы на другие, да. Как подсознательный страх влияет на ваше восприятие? Страх еще и дает конкуренцию. Ну, конечно, маленький мальчик, который должен все испытать, но его не воспринимают всерьез. Естественно, что такой человек? Ну, он как петух начинает, да, конкурировать со всеми, кукарекать, напрыгивать. Почему так? Потому что неважно, мужчина вы или женщина, да, важно то, что вы воспринимаете неправильно окружающих людей, потому что они ваши какие-то детские шалости не восприняли как заслуги. И, соответственно, раз они не восприняли как заслуги, вы начинаете с ними конкурировать, пытаться их обойти. Вот есть у уральских пельменей такой ролик, ну или как сценка, как собрались, значит, две пары, муж, жена, две пары друзей в кафе. Они пришли в кафе, и оба мужика пришли в огромных шляпах, таких, знаете, мексиканских или как. И одна-то больше, чем у другого, да, и они все то подпрыгивали, значит, кто выше другого прыгнет. Кто-то пытался из них отжиматься, значит, кто-то пытался, значит, заказать дороже еду. Вот как они только не соревновались весь этот ужин друг с другом, понимаете? И вот это и есть конкуренция на основе страха маленького мальчика. Вот это и есть такая... Бывает между девочками такая же точно прям, что с моей подружкой мы начинаем конкурировать, да? Кто, у кого губы больше, титьки у кого больше, у кого денег больше. Ну вот это все, согласитесь, не очень хорошая история, темная. Хорошо, давайте посмотрим, должны ли вы бояться своего сознательного страха или нужно оставить его все же позади. Вышла карта пробуждения, исцеляющая история. Вот вам нужно пробудиться, вам нужно понять, что этот страх мешает вам жить, что вы можете вполне и пожаловаться на жизнь, и рассказать о своих проблемах. У меня, кстати, тоже был этот страх. Вы знаете, тоже был, и я просто взяла и признала, что у меня есть проблемы. Могу о них спокойно сказать, и сразу же этот страх отпадает. То есть вам просто нужно пробудиться, понять, увидеть,
что этот страх на самом деле можно легко преодолеть. Можно что про других сказать, что они в чем-то там ошиблись. Ну и что такого, тут ничего, не жалоба. Вот. И то же самое про себя. Да, у меня есть такая-то проблема. Там я болен или болит нога, там рука, там, не знаю, да, у меня не хватает денег, или да, я там, ну, испытываю какие-то жизненные трудности. Да, я имею на это право, потому что я обычный живой человек. Все. И могу об этом сказать, и пусть меня пожалеют, и ничего там страшного нет. Я хочу, чтобы меня пожалели. То есть вот вам прям надо упростить эту ситуацию. Я хочу, чтобы меня посочувствовали, пожалели меня, успокоили, приголубили, что у меня есть такая-то проблема. Я хочу, чтобы мне помогли ее решить. Я могу о ней рассказать. Да? Стоит ли вам обращать внимание и бояться вашего подсознательного страха? Вышла карта «Победа». Вот вам нужны настоящие жизненные победы, чтобы этот страх ушел, страх маленького мальчика. Никто не будет воспринимать вас мелко, если вы добьетесь чего-то стоящего. Научитесь дочитывать книги до конца, доучиваться в институтах, покорять вершины, да, как говорят. То есть вам нужна просто настоящая победа. Тогда вы и будете чувствовать себя не маленьким человеком, а взрослым человеком, у которого есть стоящие достижения. Вот просто хоть одно стоящее достижение. И понять, что у вас есть стоящие достижения. То есть они у вас наверняка уже есть. Просто вы этого еще не осознаете головой, а кто-то их примельчает как будто бы, и вы думаете, что у вас так и нет достижений. Оглядитесь вокруг себя. Скорее всего, у вас вполне себе есть взрослые достижения. Что вы можете вообще со всем этим сделать? Милость. Что такое милость? Давайте разберем это поподробнее, конечно. Это такая карта очень интересная. Милость. Милость Бога, милость Вселенной, милость ангелов по отношению к вам. Милость – это подарок Бога. И она дает нам знать, что Вселенная в порядке. Понимаете? Вселенная в порядке. Вы можете жить в гармонии со Вселенной и в гармоничной Вселенной. И, по сути, если вы видите перед собой эту карту, это уже говорит о том, что вам нужно позволить милости делать все за вас сегодня и до конца ваших дней. То есть вам нужно разрешить милости работать через вас и в вас, так, что вам не пришлось бы это делать. Все будет сделано через вас и для вас, но не вами. Просто поймите, большая часть всех человеческих страданий – это следствие наших собственных действий. Это говорил Будда. И если вы позволите Богу действовать через вас, это и есть милость, то вам никогда не нужно будет страдать. Вы будете знать, что это ваши руки были, но действовали эти руки руками Бога. Просто всегда, каждую минуту этой жизни помните об этом, что именно руки Бога владели вашими руками, когда вы что бы то ни было делали. Когда я сейчас гадаю, руки Бога выкладывают моими руками эти карты. Когда я сейчас говорю, язык Бога говорит через меня с вами сейчас говорит Бог. Что такое милость? Вот что такое милость. Милость Бога. Это исцеление, это действительно та история, которая вам нужна. Вам не нужно будет никогда никаких страхов вообще в себе культивировать и помнить о них, если вы будете каждую минуту понимать, все это делает Бог. Он ест за вас, Он пьет за вас, Он ходит за вас на работу. Понимаете? Он утром не сделал зарядку, потому что не захотел. Это Бог не захотел. Вот вам нужно просто это все помнить. Если захотел, тоже Бог захотел. Понимаете? Значит, так было нужно. Если вы отдадитесь провидению, вы увидите, какой волшебной станет ваша жизнь. Никогда не забуду эту книгу. Сейчас скажу, как называется. «Путешествие домой к Район». То есть там у нас был герой Майкл Томас и 7 ангелов. Вот это такая притча очень интересная. Обязательно прочитайте. И если прочтете, поймете, о чем я говорю, да, что это только Бог через нас действует.
что это не мы сами действуем. Если вы будете об этом помнить, постоянно напоминать себе, да, то вы никогда не будете уже жить в страхе. Никогда. И никакие страхи беспокоить вас вообще не будут. Вот поэтому вам выпала карта милость как благословение. Ну вот такой ответ дали карты по второй позиции. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 3. Ваши страхи сегодня обсуждаем. Черный агат. Черный агат. И, значит, наша карта сейчас первая, это тот страх, который вы осознаете у себя. То есть тот, который вы действительно понимаете, что есть. Давайте посмотрим. Наперекор всем препятствиям. Вы знаете, этот страх, это страх, касающийся ваших свершений, демонстрации силы. Смотрите, что он говорит, да? То, что вы самостоятельно в жизни создаете себе трудные ситуации, препятствия, истории самого негативного характера, причем создаете именно сами, потому что боитесь быть незначимыми, боитесь потерять свою значимость. Но вместо того, чтобы иметь настоящие достижения и вкладывать энергию, силы в какие-то хорошие проекты, там, да, работу, там, не знаю, научные диссертации, потому что человек вы очень сильный, мощный такой, вы создаете себе гигантские проблемы и потом их в поте лица решаете. И вот так вы живете, ходите по порочному кругу, не понимая, что у вас есть божественная искра, таланты, которые вам надо реализовать. И вот у вас сидит такой страх быть незначительным человеком, быть слабым человеком, страх быть слабым человеком, да? Именно слабость, страх слабости. Именно поэтому вы создаете проблему и демонстрируете всем, как круто вы ее умеете решать. А ведь на самом деле, если бы вы не имели такого страха слабости или быть там несостоявшимся человеком, то, поверьте, у вас бы и проблем таких не было. И в жизни у вас действительно была куча испытаний, но просто потому, что вы их сами себе создали. Могло бы быть все иначе, но значит, так судьба захотела, и так душа ваша развивалась, раз вы создали себе такой страх. Душа приходит на эту землю получать опыт, и, соответственно, ваш опыт был тяжелым, очень тяжелым. Но если вы осознаете этот страх, действительно в полной мере его проработаете, что вам не нужно доказывать свою значимость и силу, то сразу же и вся ваша мощнейшая энергия, которая внутри сосредоточена, пойдет на созидание в этой жизни. Не на преодоление, наперекор, да, а на созидание. Какой страх у вас сидит в подсознании, которым вы не знаете? Страх депрессии. Вы боитесь впадать в депрессию. Вы очень боитесь депрессии, боитесь этого слова. И боитесь то, что когда-то у вас наступит депрессия, то есть такое апатичное состояние, когда отвернулся к стене, ничего не хочешь, есть не хочешь, и ты себя просто ненавидишь, не осознаешь. Вы прям боитесь этого состояния, подсознательно, безумно боитесь впасть в депрессию. Безумно. Может быть, вы кого-то видели в депрессивном состоянии. Вот у меня такое было. Я однажды наблюдала у своих родственников суицид. Причем, нет, наверное, не однажды, а 2 суицида было в различных направлениях, там, по отцу и по матери. Но один из них я видела своими глазами. И я, допустим, тоже подсознательно, скорее всего, боюсь депрессии, потому что она может привести к чему угодно, да, нехорошему. И вот у вас может быть какое-то такое впечатление очень негативное из прошлого, что вы видели, как кого-то депрессия довела до ручки. И вы боитесь, подсознательно боитесь впасть в депрессию. Давайте посмотрим, как сознательный страх влияет на ваше восприятие. Страх слабости, да. Он дает вам действительно страх. То есть вы начинаете просто тупо бояться вообще всего. Настолько вы боитесь быть слабым, что создали себе такие проблемы, с которыми, да, действительно, может быть, вы справляетесь или справились, или демонстрируете свою силу, как вы умеете справляться. Но это дало вам, скорее всего, паники, панические атаки, дикие страхи, может, ночные кошмары, от которых вам уже очень трудно избавляться.
Или вы резко можете впадать в страх, липкий страх такой, да, и не можете никак понять, откуда он, да, и почему он, и беспричинный страх. А все это из-за вот этого страха, который вы осознаете, в принципе. Вам просто его нужно проработать. Как на вас влияет страх из подсознания, на ваше восприятие, как влияет? Жертва вы из-за того, что боитесь быть в депрессии, постоянно демонстрируете людям, какая вы жертва. То есть и постоянно приносите себя в жертву и все, что вам дорого, просто потому что боитесь когда-то вообще впасть в депрессию. То есть до такой степени. Вот, конечно, негативная ситуация здесь создана, потому что человек может быть здесь очень реализован, мощно, сильно. У вас есть, скорее всего, какое-то божественное предназначение. Вы можете себя реализовать на всю катушку, но вам нужно сначала вот проработать ваши страхи. Конечно, проработать сами с собой. Нужно работать, прям визуализировать интересные исцеляющие там истории. Давайте вот как раз-таки посмотрим, да, почему вам не стоит бояться этого страха, а отпустить его. Видите, вышла карта «Сияющая звезда». Почему вам этот страх нужно отпустить и не бояться его? Первопроходец, видите? И что вы вообще совсем можете с этим сделать? Еще одна карта «Красивая жизнь». Вот видите, какие у вас прекрасные выпали карты. Да? Что такое сияющая звезда? Мы здесь видим действительно сияние. Мы здесь видим изображение настоящего сияния на карте. Сияющая звезда, да, это по сути то исцеление, которое вам было нужно. То есть вы должны написать сценарий своей жизни, который помогает вам ничего не придерживать для себя, вообще ничего не придерживать для себя, да. И получается, что если вы что-то отдаете, то вы получите гораздо больше для себя в своей жизни. Вам нужно научиться тем свершениям, о которых я говорила, то есть настоящим свершениям, а не тем придуманным препятствиям, которые вы уже себе сделали, да. Вот вам это нужно научиться, просто отдавать себя. На самом деле вам нужно научиться не просто демонстрировать, что вы ради кого-то что-то делаете, а сделать это от души. Вам нужно реализовать себя для других людей, понимаете? То есть именно попробовать быть абсолютно человеколюбивым и бескорыстным. Но это не через силу, а просто полюбить. Вот понимаете? Полюбить от души людей, этот мир, Вселенную, Бога. И вы сейчас то, что делаете, да, это делаете ради того, чтобы продемонстрировать себя. А нужно делать просто ради того, чтобы из вас вышла божественная искра, сияющая звезда, да. Когда человек становится настоящей звездой, когда он проявляет свою некоторую гениальность. То есть вам просто нужно от души, от удовольствия что-то делать. И тогда вы проявите в мир свою гениальность, вы просто раздадите себя, отдадите себя. А что беречь-то? Что беречь-то? У нас жизнь коротка у всех. Больше 100 лет мало кто живет. Демонстрируйте себя, пока не поздно. Зачем вы придерживаете? Вот вам нужно сценарий написать, где вы в жизни реализовали себя, реализовали свои таланты, раздали свои таланты, да, другим людям. Без всякой корысти, а просто потому, что вы есть, и вы сверкаете, как звезда. Дальше, значит, первопроходец. Это тот, кто сделал что-то первым. Вот, вы очень сильно боитесь впасть в депрессию, да, вас посещает состояние жертвы, страхи, вот, да еще и придумываете себе проблемы, которые через силу только можно решить, и вбухав туда огромные столпы своей энергии зазря. Получается, что если вы лучше бы сделали какое-то открытие, или были бы настоящим первопроходцем в каком-то деле, это было бы гениально и идеально, да, то есть вы этому миру подарили бы что-то важное. А в вас сидит это важное, то есть вы настоящий, скорее всего, талант, гений и хороший человек, и вы достойны красивой жизни, вы достойны красивой жизни. Как избавиться от страхов? Нужно позволить себе жить красиво. Вот просто позволить себе жить в этой красоте, в этом раю, так скажем, да, жизненном. И на самом деле вы достойны того, чтобы у вас было абсолютно все. И деньги, и свобода. Просто вы себе долгое время этого не позволяли.
Получается, вашу жизнь нужно наполнять красотой. Станьте сами более красивым человеком. Будьте настоящим артистом. Любите. Будьте благородным, щедрым человеком. Попробуйте через вашу любовь наполнить мир добротой. Попробуйте создавать побольше связей. Вдохновляйтесь чем-то. Вот что такое красивая жизнь? Это преданность этой жизни, преданность Богу, да. Пусть через вас Бог реализуется, ведь Бог — это прекрасная энергия, и Он может реализоваться через вас. Попробуйте устроить день вдохновления, день красоты, да, то есть чтобы у вас вокруг были только красивые вещи или только те, которые впечатляют и вдохновляют вас на свершение. И не контролируйте ничего, а берите и создавайте. Создавайте просто интуитивно то, что идет из вас, изнутри. И тогда у вас, конечно же, получится избавиться от ваших страхов надуманных и всяких больших проблем в жизни. Ну вот такой ответ дали карты по 3-й позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.